уважаемые слушатели и телезрители! Меня зовут Михайлова Ирина Васильевна, я врач общей практики. Вашему вниманию сегодня представляется тема артериальной гипертензии, ее осложнения и меры профилактики. Что такое артериальная гипертензия? Это хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, сопровождающееся стойким повышением артериального давления до 140 на 90 мм ртутного столба и выше. Это самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы среди взрослого населения. Согласно данным научных исследований, повышение артериального давления обнаруживается примерно у 40% населения. И в структуре заболеваемости сердечно-сосудистой системы занимает первое место. Причины артериальной гипертензии до конца не изучены, однако существенное значение в развитии артериальной гипертензии имеет наследственная предрасположенность, нарушение нейрогуморальной регуляции в организме, заболевания почек, различные заболевания эндокринной системы. Тем не менее, есть определенные факторы риска, способствующие развитию артериальной гипертензии. Это избыточный вес или ожирение, это гиподинамия или малоподвижный образ жизни, курение, частое употребление алкоголя, избыточное употребление поваренной соли, частые психоэмоциональные стрессы, которые влияют на организм человека. Что такое артериальное давление? Артериальное давление – это давление, которое кровь оказывает на стенки сосудов. Величина его зависит от двух факторов. Первая величина – это сила сокращения сердца, которая показывает систолическое артериальное давление. Второе – это напряжение стенки сосудов. В результате выброса крови сердцем регистрируется диастолическое давление в период расслабления сердца. Необходимо знать технику измерения артериального давления. Как правильно измеряется артериальное давление? Сидя в удобной позе, рука располагается на столе или на уровне сердца, манжетка накладывается на плечо на 2 см выше локтевого сгиба. Артериальное давление измеряется после 5-минутного отдыха. До измерения артериального давления за час не употреблять крепкий чай, кофе, не курить. И следует выполнить не менее 2 измерений. Артериальная гипертензия – это заболевание, опасное для жизни больного осложнениями, как вследствие самого повышения артериального давления, так и поражением органов мишеней. Органами-мишенями при артериальной гипертензии являются сердце, почки, головной мозг и сосуды сетчатки глаза. При артериальной гипертензии со стороны сердца изменения могут происходить в виде развития атеросклероза сосудов сердца с развитием ишемической болезни сердца. Гипертрофия миокарда сердца – это увеличение массы миокарда в результате высокого давления, которое со временем приводит к сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность клинически проявляется одышкой, появлением отеков. Изменения со стороны сердца могут быть и в виде нарушений ритма, различные нарушения ритма сердца. Самое грозное осложнение со стороны сердца – это развитие инфаркта миокарда, который может быть причиной внезапной смерти или привести к стойкой утрате трудоспособности и инвалидизации. Следующий орган-мишень – это почки. Артериальная гипертензия приводит к развитию атеросклероза сосудов почек и развитию почечной недостаточности. Следующий орган-мишень – это сосуды сетчатки глаза. При артериальной гипертензии вначале развивается спазм артериол и артерии сетчатки. Могут появляться кровоизлияния в сетчатку, очаги эксудации. И значительные изменения со стороны сетчатки могут быть вплоть до отслойки сетчатки с прогрессирующей потерей зрения. Головной мозг является одним из главных органов мишени, поражающихся при артериальной гипертензии. Формы поражения головного мозга при артериальной гипертензии – это острое нарушение мозгового кровообращения. Это могут быть ишемический инсульт, геморрагический инсульт, субарахноидальные кровоизлияния. Эти осложнения могут привести к смерти или инвалидизации. Есть хронические формы сосудистой патологии, хронические нарушения мозгового кровообращения. Проявлениями недостаточности мозгового кровообращения могут быть жалобы в виде головной боли, головокружения, шума в голове, ухудшение памяти, снижение умственной трудоспособности.
Необходимо знать, что такое гипертонический криз. Это резкий внезапный подъем артериального давления, сопровождающийся внезапным ухудшением самочувствия, который может привести к осложнениям. Это могут быть сосудистые катастрофы в виде инфарктов, инсультов. Провоцирующими факторами гипертонического криза являются нервно-психические или физические перегрузки, смена погоды, магнитные бури, употребление алкогольных напитков, резкая отмена лекарственных препаратов, снижающих артериальное давление, обильный прием пищи, особенно соленой. При развитии гипертонического криза необходимо уметь оказывать помощь до приезда скорой медицинской помощи. По мере возможности надо успокоиться и принять препараты для снижения артериального давления. Важное значение в лечении артериальной гипертензии имеет борьба с факторами риска. Это избыточный вес или ожирение. Оно связано главным образом с особенностями питания и малоподвижным образом жизни современного человека, но могут иметь значение и обмен веществ человека, состояние его нервной и эндокринной системы. Что нужно знать для контроля массы тела? Прежде всего, нужно знать норму массы тела и степени ожирения. Есть специальная величина, индекс массы тела, позволяющая оценить степень соответствия массы тела и роста. Для расчета индекса массы тела существует специальная формула. Это вес делится на рост в метр в квадрате. Допустим, если вес 70 килограммов, рост 1,70 м, вот 1,70 м, 1,7 умножаем на 1,7 и вес 70 делим на результат роста метр в квадрате. В данном случае это будет 70 делить на 2,89, индекс массы получается 24,2. Это нормальный индекс массы тела. Следующий фактор риска артериальной гипертензии – это низкая физическая активность. Это один из управляемых факторов риска. Физическая активность способствует снижению артериального давления и профилактике ее осложнений сердечно-сосудистой системы. Физически активные люди чаще имеют хорошее самочувствие, настроение, они более устойчивы к стрессам и депрессии. Рекомендуемые виды физических нагрузок – это динамические нагрузки, быстрая ходьба на лыжах, модная сейчас скандинавская ходьба, езда на велосипеде, плавание, различные виды упражнений на гибкость. Следующий существенный фактор риска развития артериальной гипертензии – это курение и избыточное потребление алкоголя. Борьба с этими факторами риска имеет большое значение в достижении целевых значений артериального давления и снижении риска сердечно-сосудистых осложнений. Если мы не достигаем целевых значений артериального давления путем устранения факторов риска, обязательным условием является постоянный прием лекарственных препаратов, назначенных врачом. Необходимо помнить пациентам с артериальной гипертензией: отсутствие симптомов артериальной гипертензии, отсутствие жалоб не является причиной отмены лекарственных препаратов, так как повышение артериального давления со временем рано или поздно приводит к осложнениям, иногда к необратимым. Я желаю всем здоровья, активного долголетия и хорошего настроения.